Международная ассоциация легкоатлетических федераций намерена определиться с количеством российских легкоатлетов, имеющих право выступить на Олимпийских играх в Токио и других масштабных международных стартах следующего года на заседании Совета, которое пройдет в марте. Напомним, Совет World Athletics принял решение о возможности выступления на крупнейших международных турнирах сезона 2020 не более 10 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. 24 марта Международный олимпийский комитет перенес игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Для участия в играх в Токио российским легкоатлетам также необходимо выполнить олимпийский норматив. В настоящее время его выполнили более 20 россиян. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Женская сборная России по гандболу со счетом 24-22 победила команду Чехии во втором матче предварительного раунда чемпионата Европы. Соревнования проходят в Дании. Благодаря этой победе россиянки досрочно обеспечили себе выход в основной этап. Напомним, в стартовой игре наши гандболистки обыграли вице-чемпионок мира команду Испании. После двух побед к ряду россиянки возглавили турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Второе место с 2 баллами занимают шведки. Далее идут сборные Испании и Чехии, в активе которых 0 баллов. В следующем матче российская команда сыграет с соперницами из Швеции. Встреча пройдет сегодня. Футболисты московского «Спартака» одержали крупную победу над Тамбовом в матче 17-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-арена» и завершилась со счетом 5-1. В составе красно-белых по дублю оформили Джордан Ларсон и Эсакиэль Пансе. Еще одно взятие ворот провел Самуэль Жига. Единственный мяч гостей забил Герман Онукха. Ларсон и Пансе лидируют в гонке бомбардиров лиги. У обоих футболистов по 8 результативных ударов. Спартаковцы продлили беспроигрышную серию до 4 матчей и вышли на первое место турнирной таблицы чемпионата. На их счету 35 очков. Тамбов идет на 14-й позиции, набрав 12 пунктов. В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с Сочи, а Тамбов на своем поле примет казанский «Рубин». Бывший нападающий сборной Советского Союза по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили родственники легендарного игрока. Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Тогда в финальном матче против команды Югославии он забил победный гол в дополнительное время. На этом турнире нападающий отметился 2 точными ударами и попал в список лучших бомбардиров чемпионата. Спустя 4 года Понедельник станет еще и серебряным призером европейского первенства. Всего за национальную команду он проведет 29 матчей и забьет 20 голов. На клубном же уровне Понедельник выступал за ростовский Ростсельмаш и СКА. Перейдем к событиям нашего региона. Василий Егоров стал победителем чемпионата России по боксу. Якутянин в финальном поединке единогласным решением судей выиграл у победителя прошлогоднего российского первенства Ахтема Закирова из Крыма. Победу на этом чемпионате Егоров посвятил своему тренеру Артуру Пахомову, который недавно ушел из жизни. Для якутского боксера это золото стало первым в новой весовой категории. Напомним, Василий Егоров перешел в вес до 52 килограммов в прошлом году. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!